Ну, положительно. Это хорошо. Почему? Дети уродами не будут. Тому человеку, который мы берем, например, жену, например, чтобы никаких проблем не было. С той стороны, ей тоже неудобно бывает, чтобы уточнить, узнать, что, например, мы с ней идем для анализа. Это тоже неприятно бывает. خانوم برورا ممکن چی همت دیدگان در همین که ممکنه خانوم برآوردگان. Наверное, это бред. Не знаю, мне кажется, это лишнее. В некоторых случаях любовь, наверное, победит. Но если там люди будут исходить из здравого смысла, то, может быть, это генетическая экспертиза что-то даст. У таджикистанцев к поправкам в главу Семейного кодекса о порядке заключения брака отношение неоднозначное. Согласно закону, в брак нельзя вступить в случае наличия родственных отношений, и в ЗАГСе необходимо предоставить справку генетической экспертизы. Кто-то видит новые возможности для государства заработать деньги на простых гражданах. Кто-то считает, что закон позволит снизить рождаемость детей с различными особенностями в развитии. Большинство медиков страны официально придерживаются именно этого мнения. Это такие заболевания, как умственная отсталость, чаще всего синдром Дауна, спина бифида и другие заболевания. Например, еще у нас дети со слишком большими и маленькими головами. Перечислять можно долго. Спина бифидом, умственная отсталость мегуя. Лучше всего о детях с различными тяжелыми заболеваниями знают здесь, в единственном в Центральной Азии инновационном центре для малышей с особенностями в развитии. По словам сотрудников, в год к ним записываются более 250 семей. Согласно проводимому опросу, родители почти 35% малышей являются родственниками. Чаще всего это двоюродные или троюродные братья и сестры. По словам медиков, большинство таких браков заключается в сельской местности, в труднодоступных районах и у представителей малых народностей, таких, например, как джуги, таджикские цыгане, у которых не принято жениться и выходить замуж за чужих. Насколько родственные браки влияют на генофонд нации, парламентарии определили только по результатам опросов специалистов и семей с больными детьми. Генетических исследований не проводилось. Центр экспертизы откроется в феврале и пока только набирает персонал. Так что неизвестно, насколько закон действительно актуален для страны, говорят независимые эксперты. Это аппарат ДНК-технология, ПЦР-диагностика. Он определяет гистосовместимость человека, значит, можно добрачное консультирование проводить вот с этим аппаратом. Также он определяет мужское бесплодие, делеция локуса. Также определяет, если муж и жена уже или родственные браки, у них в анамнезе есть мертворожденные, неразвивающие беременности, ВПР плода, можно определить на совместимость. Оплачивать экспертизу желающим выйти замуж или жениться придется самим. Стоимость генетических анализов пока неизвестна, но она не может быть низкой, так как все реагенты достаточно дороги и будут импортироваться из Европы или США, говорят медики. Также в стране будет действовать только одна лаборатория, и анализы доставлять в нее из регионов будут специальные курьеры. Это, по словам экспертов, может привести к тому, что проверка потеряет смысл. Если она будет распространена, ее филиалы будут находиться по всей республике, это одно. Если это будет одна лаборатория, то это совершенно другое, как бы. Ну, то есть, в случае, если это будет одна лаборатория, то, вероятно, бюрократизация этого процесса, возможно, это превратится, ну, в некую формальность. Также, согласно новым поправкам в Семейный кодекс, желающие зарегистрировать брак должны будут предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. Это делается для выявления инфекций, передающихся половым путем. Больным ВИЧ, гепатитом или другими заболеваниями запретить жениться и выходить замуж не смогут, однако постараются отговорить от такого шага. Это может привести к нарушению конфиденциальности и прав граждан с инфекционными болезнями, считают эксперты. Безусловно, перед браком необходимо пройти медицинское освидетельствование. Другой вопрос, что наряду с этим необходимо вести широкую информационно-образовательную пропаганду для снижения стигматизации ВИЧ-инфицированных, для снижения
всевозможных мифов и стереотипов о том, что несет это заболевание и так далее. Ранее ряд депутатов и таджикских политиков настаивали на включении в список обязательного медосмотра теста на девственность. Однако в списке поправок упоминания об этой унизительной процедуре нет. Парламентарии считают, что отсутствие девственной плевы может стать причиной развода. Ежегодно в стране регистрируются десятки подобных случаев. Так что политики не отрицают, что в будущем подобный закон может быть и принят. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.